В августе 2008 года в маленькой республике Грузии началась война. Какова ситуация спустя 2 года? Ситуация между противниками в войне остается неурегулированной, также не обеспечена безопасность жителей. Причины войны все еще существуют, но война, кажется, существует, только если вы говорите об этом. Вот почему мы поговорим сегодня о Грузии, о ее географии, истории и нынешнем режимом прекращения огня. Прежде всего о геоположении. Грузия находится на севере Азии и на южном краю Большого Кавказа, который отделяет ее от России. Она граничит с Турцией, Арменией, Азербайджаном и, конечно, Россией, посредством границы с Чечней, что не может не иметь значения. Форма страны создает впечатление моста между Европой и Азией, между Черным и Каспийским морями. Как следствие, регион всегда являлся через полосицей различных народов и культур. Естественно, здесь живут грузины, но также армяне, русские, греки, азербайджанцы, чеченцы и менее известные этнические группы, такие как абхазы и осетины. На протяжении всей истории страны постоянно происходили вторжения. Проведем краткий экскурс. Грузия стала христианской в IV веке, попадала под влияние Византии и персидских сасанидов, также в VII веке была завоевана арабами. Грузинское королевство было объединено багратионами и разрушено монгольскими войсками и Тимуром в конце XIV века. В XVI веке это была арена соперничества между персидскими сефевидами и турецкими османами. В конце XVIII века к ним добавилась новая империалистическая держава, на этот раз на севере – Россия. Как христианское царство, Грузия искала защиты у России от персов. Москва, считавшая себя Третьим Римом, сделала Грузию протекторатом и, наконец, аннексировала ее в 1801 году. Таким образом, Грузия была постепенно покорена и подвергалась русификации. В 1918 году Грузия воспользовалась падением Османской империи, беспорядками после Октябрьской революции в России и стала независимой при меньшевистском правительстве. Но в 1921 году большевистские армии положили конец грузинской социал-демократии, а в феврале 1921 года провозгласили Грузию Советской Социалистической Республикой. Грузинское руководство было уничтожено сталинскими чистками. Кстати, Сталин сам был грузином. Он воспользовался, как это всегда происходило в России, этническим разнообразием Грузии для создания многочисленных административных единиц. Это нашло отражение в политическом расколе страны и имело последствия, которые все еще чувствуются сегодня. При Сталине Абхазия, одна из древнейших этнических групп на Кавказе, стала автономной республикой Абхазия. А осетины, которые живут по обе стороны Большого Кавказа, были разделены на две области. Российская Северная Осетия и Южная Осетия, которая принадлежит Грузии. Когда Грузия снова стала независимой после распада СССР в 1991 году, ее суверенитет был ограничен несколькими факторами. К тому же Россия никогда не признавала эту независимость в полной мере. Но причины раздела страны, заложенные Сталиным, никогда не были полностью устранены. К тому же две автономные республики теперь объявили свою независимость. Это немного запутанно. Южная Осетия требовала присоединения к Северной Осетии в России. Это привело к военным столкновениям и изгнанию жителей, которые прекратились в 1992 году, когда российские войска вошли в Южную Осетию. С тех пор правительство в Тбилиси не контролирует данную территорию. Абхазцы также объявили о своей независимости в 1992 году, атаковали грузинские вооруженные силы и с помощью российских войск вышли победителями из конфликта в 1993 году. С тех пор Абхазия была
была практически независима со своим президентом и собственными вооруженными силами. На северо-востоке Грузии расположено Панкисское ущелье, которое также не контролируется правительством Грузии. Ущелье граничит с Чечней, известно разнообразной контрабандой и является приютом для многочисленных чеченских беженцев. Россия обвиняет Грузию в том, что ущелье служит убежищем для чеченских боевиков. Все эти факторы – вооруженный сепаратизм, районы без государственного контроля, контрабанда наркотиков, оружия и урана и близость к Чечне означают, что Грузия остается нестабильной и не контролирует всю свою территорию. Кроме того, Россия смогла остаться в стратегически важном регионе и разместить войска в Абхазии и Осетии. Эта ситуация привела к пятидневной войне в августе 2008 года. Президент Грузии Михаил Саакашвили, который был переизбран в январе 2008 года, хотел вернуть себе суверенитет над всей территорией Грузии с помощью оружия. В день открытия Пекинской Олимпиады 8 августа он приказал провести военное наступление на Южную Осетию. Но кроме международного внимания, небольшая грузинская армия не добилась успеха. Она была быстро побеждена российской армией, которая продвигалась через Южную Осетию и Абхазию на территорию Грузии. Черноморский порт Поти подвергся бомбардировке, и российские войска заняли город Гори, расположенный всего в 50 километрах от столицы Тбилиси. После посредничества ЕС, Москва вывела свои войска с территории Грузии и разместила их на границе. Только для Москвы границей теперь являлась граница республик-отступников, независимость которых она сразу признала, а не международно признанные границы Грузии. В результате между Абхазией и Грузией были размещены миссии ООН по наблюдению в Грузии, миссия ОБСЕ и миссия ЕС. Однако мандат миссии ООН по наблюдению в Грузии истек 15 июля 2009 года после российского вето в Совете Безопасности и не был продлен. Осталась только мониторинговая комиссия Евросоюза между Южной Осетией и Грузией недалеко от Тбилиси. 250 наблюдателей ЕС продолжают следить за демаркационной линией между российскими и грузинскими войсками. Они безоружны, уязвимы для давления и не имеют полномочий отстреливаться при необходимости. Такова ситуация спустя почти 2 года после окончания войны. Россия продолжает размещать войска в Абхазии и Осетии, что противоречит соглашению о прекращении огня. Есть несколько причин для российского присутствия, которые становятся понятнее на большом удалении. Прежде всего, Грузия граничит непосредственно с Турцией, важным членом НАТО. И Грузия подала заявку на вступление в НАТО в 2006 году. Для Москвы это часть стратегии окружения НАТО. Во-вторых, из-за географического расположения страны на Черноморском побережье между Азербайджаном и Турцией, Грузия является транзитной страной для нефти и газа из Каспийского моря в Европу. Азербайджан также больше не хотел зависеть от России в экспорте нефти с момента обретения независимости в 1991 году. Именно поэтому нефтепровод Баку-Тбилиси-Супса был введен в эксплуатацию в 1999 году. С 2006 года по трубопроводу из Баку через Тбилиси в Джейхан, так называемый трубопровод БТТ, транспортируется большое количество азербайджанской нефти непосредственно в Средиземное море. А в 2007 году был введен в эксплуатацию газопровод между Баку и Эрзурумом через Грузию для экспорта туркменского газа. Все эти трубопроводы обходят территорию России. Это приводит к соперничеству между Россией, которая хочет сохранить контроль над всеми инфраструктурами за пределами своей территории, и ЕС, который хочет диверсифицировать свои поставки газа, чтобы уменьшить зависимость от импорта нефти и газа из России.
Россия не присоединилась к соглашению о прекращении огня под эгидой ЕС, ставила перед свершившимися фактами и использовала партнеров в своих целях. Прежде всего француза Саркози, который добивался подписания соглашения. Из-за войны 2008 года проявились два фактора уязвимости Грузии. В качестве меры предосторожности нефтепроводы были закрыты, а российские войска в Абхазии и Осетии сделали очень маловероятным то, что эти районы будут реинтегрированы. Для Тбилиси вступление в НАТО еще далеко. Россия смогла продемонстрировать, что ее армия может действовать против суверенного государства и в одностороннем порядке менять границы без принятия странами НАТО специальных мер. И она добилась быстрого военного успеха против небольшой страны, которая все же была вооружена и обучена Соединенными Штатами. Из этого вытекают три обстоятельства. Получено возмездие за предоставление независимости Косово, которую Россия не признала. Запад вынужден забыть о бессилии России в вопросе расширения НАТО на восток. И Украине было продемонстрировано, насколько ограничены ее возможности. С данной темой вы можете ознакомиться подробнее в изданиях «Войны и мир на Кавказе» издательства «Нонлу» и «Кавказский геополитический атлас» издательства «Атремент». Очень хороший журнал Questions Internationalis издательства La Documentation Française также освещает данный неспокойный регион.